Любовь Мигваби ждет своей очереди, чтобы вакцинироваться. Приехала она из села Губ. До укола в предплечье она прошла предварительный осмотр врача-терапевта и дала письменное согласие на прививку. Добровольно решили делать мы вакцинацию. Но я и до этого тоже решала сделать вакцину, конечно. Но потом как-то вот наслушались вот всяких вот этих вот разговоров, не стала первую вакцину делать, а сейчас я уже решила, такая заболеваемость пошла, и я вот решила уже окончательно делать вакцину, да. Вы не болели? Я не болела, у меня семья, конечно, переболели трое, у меня свекровь умерла от этого тоже, от этой болезни. И вот я решила делать. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что коронавирусная инфекция опасна и может коснуться каждого. Единственный выход из сложившейся ситуации – вакцинация, говорит Любовь. Буквально через минуту вас вакцинируют. Как настроение? Хорошее, прекрасное. Не боитесь? Нет, не боюсь. Не больно? Нет. Сегодня в Очимчирской больнице привились 16 человек. Среди них есть и те, кто повторно вакцинируется. Александр Карпов в начале года привился двухкомпонентной вакциной «Спутник Ви», а сегодня «Спутником Лайт». У меня прошел срок, потому что на полгода мне ее сделали. И сейчас решил повторно вакцинироваться. В обществе сложилось разное мнение по поводу вакцинации. Одни считают, что для защиты себя и своих близких необходимо сделать прививку, другие же, напротив, избегают ее. У меня какое-то недоверие к этим вакцинам. Во-первых, из-за того, что их очень-очень много. Вот, честно говоря, даже не знаю, какой из них лучше. Ну, в Абхазии сейчас вакцинируются «Спутником Лайт». Вы про него читали? Да, я читала. Но вот из всех, честно говоря, вот спутник более или менее. Но так как я уже переболела ковидом, вот как ждала, пока время пройдет, может, не надо будет, но вот говорят, что нужно. Ну вот не знаю. Пока что, правда, вот и за и против, вот против у меня вот как-то больше. А есть и те, которые вынуждены вакцинироваться по тем или иным причинам. Ну, вообще не хотелось бы, конечно, но так как не пускают уже никуда, мы выезжаем сейчас в Россию, и нужно будет вакцинироваться. Там же ни в торговые центры, ни в магазины никуда не пускают. Медики в один голос твердят, что вакцинация защищает от COVID-19 или как минимум предупреждает развитие тяжелых форм болезни. А что касается прививки от коронавирусной инфекции, то люди переносят ее по-разному. Но в подавляющем большинстве случаев, даже если проявляются побочные эффекты, то в виде небольшой температуры и недомогания. В Очимчире, как и в других районах Абхазии, вакцинацию начали в мае. Вначале люди с опаской относились, приглядывались к тем смельчакам, которые приходили и в первых рядах вакцинировались, но потом дальше больше люди поняли, что нормально вакцина переносится, что в этом есть необходимость. Потом, когда вакцины не стало, было очень много возмущений, все хотели, записывались, но, к сожалению, был период, когда было окно, когда вакцины не было. Потом поступила вакцина «Спутник Лайт». Опять-таки население с осторожностью относилось к этой вакцине. Значит, они уже хотели другую вакцину. И опять начиналась кампания медленно. Вот, как-то не такое большое количество людей записывалось. Но со временем, вот с каждым днем мы понимаем, что к нам идут больше людей, значит, записываются, и мы вакцинируем. Вот на сегодняшний день сделано 209 вакцин «Спутник Лайт». Чтобы привиться, люди предварительно звонят и записываются. Специально для этого Очимчирская ЦРБ выделила бригаду, возглавляемую врачом, который составляет списки вакцинирующихся. Согласно спискам, в больницу в определенный день привозят вакцину. Помимо этого, в 23 сельских пунктах района есть медсестры, которые консультируют людей. Потом мы отслеживаем, как прошел процесс вакцинации, было ли какое-либо осложнение. Но хочу сказать, что после «Спутник Лайт» вообще ни одного случая не было, чтобы у кого-то температура поднялась. Очимчирская ЦРБ готова принимать вакцинирующихся практически каждый день, лишь бы были желающие, говорит главврач. Настолько сейчас информационное поле вокруг вакцинации активно. Сейчас вот по всем каналам только об этом говорят, и люди понимают, что и выехать не смогут, даже если не очень там кто-то
хотел бы сделать, они все равно приходят, делают, и слава богу. А эпидобстановка сейчас обострилась, как и во всех районах, не только у нас в районе, в целом по Абхазии, да и вообще по нашим соседям это видно. Недавно был всплеск в Грузии, сейчас в России. Значит, вот, мы на себе тоже это чувствуем. Очень большое количество людей в течение недели к нам обращается. В понедельник прошлый 100 человек пришло на ПЦР. То есть мы взяли биоматериала у 100 человек. Из них 43 человека было положительных. Это очень много. На сегодняшний день в Очимчирской центральной районной больнице проходят лечение 24 ковид-положительных. Из них 12 средней степени тяжести. Последняя показала обстановка, что люди очень легко заражаются. То есть, если один принес в семью, почти каждый член семьи заражен. Но редко бывает, чтобы кто-то один остался и не зацепило. Вот почему так остро стоит вопрос вакцинации. Единственные на сегодняшний день действенные меры против COVID-19. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Гуди Сатарба, Абхазское телевидение.